Самые главные и актуальные новости дня в эфире телеканала «Милет». Информационная программа «Хаверлер». Сегодня пятница, 17 февраля. В студии Нариман Тарсинова. Добрый вечер. Наши корреспонденты готовы рассказать вам о всех последних событиях на полуострове и в мире. Развитие этнографического и религиозного туризма в Крыму. Эту тему сегодня обсуждали в Госкомнадсе. Популяризация такого вида туризма важна для нас, крымчан. С какими вопросами сегодня обращались к специалистам Госкомнадса жители села Трудовое Симферопольского района? Сегодня мы посетили село Трудовое. Обратились множество граждан по вопросам получения земельных участков. В городе Саки почтили память погибших воинов-интернационалистов. Более 2000 крымских татар участвовали в боевых действиях в Афганистане. Стилистика и репертуарная политика крымско-татарского фольклора. По таким названиям сегодня состоялся мастер-класс. О всем самом интересном расскажут наши корреспонденты. Президент США Дональд Трамп раскритиковал СМИ за фейковые новости. Он заявил, что ложные репортажи усложняют возможность заключить сделку с Россией. По словам Трампа, фейковые новости идут по телевизору сюжет за сюжетом. Он также подчеркнул, что хотел бы поладить с Россией. Накануне глава российского МИД Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Глава Министерства иностранных дел России заявил, что переговоры получились продуктивными. Мы затронули и ситуацию в двусторонних отношениях, которые были существенно подорваны администрацией Обамы, особенно в ее последние месяцы. Подтверждена со стороны Рекса Тиллерсона готовность, которую выразил президент Трамп в разговоре с президентом Путиным, преодолевать этот период, устранять все наносное, все искусственное. Договорились о том, что будем продолжать контакты, у нас будет целый ряд возможностей в течение ближайших месяцев. Ну и будем исходить из того, что когда президенты сочтут возможным, состоится и встреча президента Путина и президента Трампа. Встреча была продуктивной, прагматичной, откровенной и, по-моему, полезной. Глава Республики Крым Сергей Аксенов отстранил от должности начальника службы государственного строительного надзора Республики Крым Сергея Тимощенко, который возглавлял службу с декабря 2014-го. Причиной увольнения, по словам Сергея Аксенова, стало вольное созерцание Сергея Тимощенко того, как на территории Крыма идет незаконное строительство. Насколько целеустремленность проверить, так сказать, большие объекты, которые там криминальным способом построены там, в нынешней ситуации. Это вот работает так наша служба архитектурного строительного контроля, к сожалению. Как бы не пришлось там разгонять всех. Я не хочу, конечно, всех под одну гребенку ни в коем случае подводить, да, как говорится, там человеку рознь. Но тем не менее, то есть получается инициативы ноль, выступают наблюдателями со стороны. Временно исполняющим обязанности главы службы государственного строительного надзора Республики Крым назначен Нариман Исаев. С 2015 года он исполнял обязанности заместителя. Соответствующий указ уже размещен на портале правительства. Сегодня Государственный совет определил группу льготников капремонта. Согласно документу, полная компенсация расходов на капремонт предоставляется гражданам, достигшим 80 лет. В свою очередь, компенсация в размере 50% положена тем, кто достиг 70 лет, собственникам жилых помещений, одиноко проживающим и неработающим, а также проживающим в составе семьи, в которой проживают неработающие граждане пенсионного возраста. Кроме того, в законе говорится, что граждане, которые имеют право на компенсацию по нескольким основаниям, могут выбрать один вид социальной поддержки. Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. Финансирование расходов осуществляется с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики Крым на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества на квартирном доме. Потребность в средствах федерального бюджета на 2017 год 94 миллиона 266 тысяч рублей. Финансирование расходов осуществляется с учетом межбюджетных трансфертов из федерального регионального бюджета. Потребность в средствах федерального бюджета на 2017 год 94 миллиона рублей. Уже утвержден Советом министров минимальный размер взноса на капитальный ремонт. На 2017 год он составит 6 рублей 16 копеек.
В Государственном комитете по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым совместно с Министерством курортов и туризма Республики прошел круглый стол с руководителями национально-культурных автономий Республики Крым, национальных общественных организаций по вопросу развития этнографического и религиозного туризма в республике. Подробности в сюжете Асана Абибулаева. Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий отмечает, что министерство относится к этнографическому туризму с особым вниманием, потому что это является одним из самых передовых направлений развития туризма в Крыму. В этом году намечено большое мероприятие, связанное с проведением форума экскурсионных и туристических программ, где планируется совместить проведение торжественных мероприятий, посвященных десятилетию открытия туристического маршрута под названием «Малый Иерусалим». Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий в ходе встречи выступил с инициативой проведения этого мероприятия совместно со всеми национально-культурными автономиями и национально-общественными организациями. И участники поддержали данную инициативу. Министр считает, что подобное мероприятие будет интересно не только среди туристов, но и прежде всего для самих крымчан. Когда представители народов проводят вот такие мероприятия, оно дает возможность людям, больше узнать о традициях, больше узнать об истории народа. И это дает очень серьезный эффект в дальнейшем развитии туристической отрасли. Председатель Госкомнадзора Заур Смирнов отмечает большое желание и стремление комитета в проведении подобных мероприятий и выразил готовность направить ресурсы для реализации намеченных планов. Мы давно об этом говорили с коллегами из национально-культурных объединений, о том, что у нас есть ресурс, у нас есть желание, самое главное, у нас есть чем быть полезными в целом для общего дела республики. Это развитие туристической отрасли, которая является сегодня у нас в Крыму базовой. И, конечно, все мы от этого зависим. И то, что сегодня многонациональный Крым по традиции, по тому наследию, которое мы сохранили, интересен именно своим наследием. Член правления региональной национально-культурной автономии крымских татар Республики Крым Севиля Эмиралиева считает, что этнографический туризм имеет ключевое значение для популяризации крымско-татарской культуры, и это сделает нас более узнаваемыми, позволит раскрыть все особенности и красоту культуры, которая отразилась в архитектурных достопримечательностях полуострова. Популяризация такого вида туризма важна для нас, крымчан. Почему? Дело в том, что подрастающему поколению будет уже наглядная картинка. Мы воспроизведем у них на глазах всю нашу историю, ведь истоки позволят нам развиваться в будущем во всех направлениях без исключения. В завершении встречи председатель Госкомнадзора Заур Смирнов выразил благодарность Министерству курортов и туризма за найденный формат взаимодействия и преподнес в подарок книгу, изданную медиацентром имени Гаспринского о народах и истории Крыма, где собраны уникальные коллекции фотографий с описанием по всем народам, населяющих полуостров, а также первый номер культурно-просветительского журнала «Наш Крым». Асан Абибулаев, Асан Зивадинов, телеканал Миллет. Сегодня в селе Трудовой Симферопольского района состоялась консультация юристов Госкомнадзора. Напомним, что бесплатные консультации уже прошли в ряде районов республики. С какими вопросами обратились жители села Трудовое сегодня? Подробнее об этом расскажет Гульнара Каримова. Спектр проблем остается неизменным. Как и другие крымчане, жители Трудовского сельского поселения обращаются с такими вопросами, как получение гражданства, право к реабилитации, оформление недвижимости, социальные выплаты. Зарема Галахова проживает в селе Строгановка. Ее дочь – мать-одиночка. В 2007 году поставила ее на квартирный учет. Однако в этом году столкнулась с тем, что дочь больше не состоит в списках. И вот мы столько лет стояли, каждый год подтверждали документы. Акт обследования там было, все. И сейчас ее сняли с учета. Просто так, письмо прислали, сняли с учета. На каком основании? Акт обследования не было. Комиссия не приходила домой. В общем, я пришла узнать законы. Правильно это сделалось или нет? Арзы Эмирова – многодетная мать. У нее 3 ребенка. Прописана в Джанкойском районе, но сейчас живет в Симферополе. Пришла узнать у юристов, каким образом можно решить жилищный вопрос. Могу ли я получить, так как многодетная семья, получить участок? Сказали, что надо сначала прописаться, а потом можно что-то решать. Спрашивала, есть какие-нибудь средства на улучшение жилищных условий. Потому что 5 человек в семье, у нас жилищные условия не позволяют. И спрашивала, интересующий вопрос про отца, он депортированный, можно что-то получить. Нам ответили, все можно получить, только надо, чтобы после прописки хотя бы прожить 5 лет.
Юристы ответили на самые актуальные вопросы жителей сельского поселения. Специалисты отмечают, что данный социальный проект очень важен и необходим для граждан. Обратились множество граждан по вопросам получения земельных участков, по различным льготным категориям, по восстановлению на учет по квартирному вопросу. Мы посоветовали гражданам обращаться в администрацию города Симферополя и Симферопольского района по решению данного вопроса. Напомним, каждую неделю выездные юридические консультации проходят в различных уголках Крыма. Регулярно на встречи приходят десятки граждан. Стоит отметить, что консультации юристов бесплатные. Следующая пройдет в Судаке 3 марта. Гульнара Каримова, Энвер Аблязиз, телеканал Милет. Сегодня в сквере афганской памяти города Саки состоялся митинг и возложение цветов к памятнику погибшим воинам-интернационалистам. Почтить память наряду с ветеранами боевых действий пришли представители местной власти, гости и жители города, а также ученики местных школ. На мероприятии побывала и наш корреспондент Лиля Виджат. В Саках прошли мероприятия, приуроченные ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Эта дата отмечается ежегодно. Выступавшие говорили о том, что афганская война никогда не будет вычеркнута из памяти народа, из памяти отцов и матерей, потерявших своих сыновей. Память о подвиге воинов, которые, несмотря на смертельную опасность, стремились принести на афганскую землю мир и спокойствие. Более 2000 крымских татар участвовали в боевых действиях в Афганистане. И вот сегодня мы видели около 40% крымских татар. Это составляют афганцы, крымские татары у нас в Сакском регионе. Думаю, еще пройдут многие годы, люди будут собираться. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Главная цель этого мероприятия – сохранение исторической памяти о войне в Афганистане и воинах-интернационалистах, формирование гражданской позиции и патриотизма. Конечно, я как имам обязан сделать дуа, мольбу за тех наших верующих, которые погибли на землях Афганистана. Вот. И на это мероприятие также приглашают нас, крымских татар, мусульман. Многие из них участвовали в войне в Афганистане. Например, мой отец тоже там участвовал. Но, слава Аллаху, он вернулся живой. Вот, из его уст я много чего слышал. Затем в районном дворце культуры состоялся концерт «Реквием», где вручили почетные грамоты воинам-афганцам. Памятник построен по инициативе нашего совета ветеранов Сакского городского совета, Сакского района совета ветеранов войск Афганистана. Память о тех ребят, кто не вернулся оттуда, с Афганистана. Там в том числе и русское население, и наши ребята, мусульмане, крымские татары. Новая памятная дата установлена для того, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. Многие историки и аналитики называют войну в Афганистане самым жестоким и кровопролитным полем боя, развернутым после Великой Отечественной войны. Лиля Виджат, Аким Бекиров, телеканал Милет. Сегодня в Доме дружбы народов состоялся мастер-класс по фольклору, стилистика и репертуарная политика крымско-татарского фольклора, обряды и традиции. На мероприятии были приглашены специалисты по жанрам и руководители творческих коллективов национально-культурных автономий. На мастер-классе побывал и наш корреспондент Мухаммед Зикреев. Подобные мероприятия Дом дружбы народов проводит впервые. Но несмотря на это, послушать специалистов Аблязиза Вилиева и Мунира Аблаева пришли немало руководителей творческих коллективов. Заслуженный артист Украины, главный балетмейстер Крымского академического музыкального театра Мунир Аблаев отметил, подобные мероприятия проводятся для того, чтобы наша молодежь знала свою культуру и традиции. Я хочу, чтобы подобные мастер-классы проводились чаще, так как на сегодняшний день наша молодежь и множество коллективов не знают свой фольклор и этнографию. Я стараюсь очень серьезно подходить к этому вопросу. Если мы не будем проводить такие мероприятия, наша культура просто перестанет существовать. Особенностями постановки элементов обрядов и тонкостей сценического воплощения художественных образов фольклора, тонкости культуры крымских татар. Мастер-класс стал площадкой изучения истории и традиций нашего народа. Руководитель ансамбля Демирель Зарема Усманова отмечает, в будущем хотелось бы чаще встречаться с коллегами на подобных мероприятиях. Сегодняшний мастер-класс – это колоссальный опыт, колоссальные знания в традициях, обычаях крымско-татарского народа. Узнать, какие праздники, узнать, как они правильно должны строиться и как это красиво и правильно в стиле хореографии выносить на сцену.
Я думаю, это колоссальный опыт вообще для любого педагога, который сегодня посетил этот мастер-класс у таких мэтров крымско-татарской традиции и культур, как Аблязиз ага Велиева и Мунира ага Аблаева. Заведующий отделом этнокультурных программ Дома дружбы народов Гульчер Зикирьяева говорит, подобные мастер-классы помогают хореографам и преподавателям искусств изучать все тонкости образов фольклора. Это помогает в постановке музыкальных и хореографических номеров. Я думаю, что в дальнейшем мы будем работать над этой темой, будем ее развивать, так как она полезна, очень нужна для наших творческих коллективов. Организаторы уверяют, вскоре такие мероприятия станут традиционными. В будущем планируется привлекать к мастер-классам и других специалистов в области культуры и искусствоведения. Мухаммед Зикирьяев, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. Очередная история о долгожителях. Поздравить Латифу Юсупову с долголетием приехали сотрудники автономной национальной татарской организации «Дели», сотрудники отдела по межнациональным отношениям администрации Симферополя. Сегодня Латифе Ханум исполняется 89. Она полна оптимизма и бодрости. Сейчас любящая мать и бабушка проживает с семьей и дочерью в микрорайоне Ак-Мечеть. Латифа Хартана – мать двоих детей, бабушка 6 внуков и 6 правнуков. Она неустанно молится за благополучие своих родных и близких. Сижу с внучатами там и вот вижу внучатам, внукам, снохам, дочки, всем носки. Большое спасибо, что пришли, поздравили. Как приятно, внучата вот такие. Они вчера еще начали в тетради бумагу рисовать и приносить мне рисунки, подарок. Утром опять принесли подарок, вот эти рисунки нарисовали. С утра пришли, поздравили, поцеловали. Очень даже приятно, конечно. В Алупке открылась выставка «Архитектура Крыма» в произведениях художников из коллекции Рустема Иминова. Теперь жители и гости курортного города могут увидеть целый ряд работ различных авторов, посвященных в том числе и культуре крымско-татарского народа. На открытии побывал и наш корреспондент Мавилия Юб. Выставка открылась в музее дважды Героя Советского Союза Амитхана Султана. Удивительная природа, великолепные ландшафты, бескрайное море и архитектура Крыма. Всю красоту полуострова можно увидеть на полотнах картин из коллекции Рустема Иминова. Рустем Иминов начал коллекционировать картины и утварь крымско-татарского народа еще в 1999 году. На выставке представлены работы художников Санкт-Петербургской и Харьковской академии. Нам очень интересно было увидеть на этой выставке Крым глазами художников как северных, так и южных. И разные школы здесь представлены. И очень интересно то, что представлены на полотнах, изображены крымские архитектурные пейзажи. И очень замечательно, что много крымско-татарских объектов, памятников как культуры, так и просто жилой архитектуры. Крым был и есть неисчерпаемым источником для вдохновления. В пейзажах 17 художников представлена красота природы. Улочки, домики, мечети, оживленные результатом деятельности человека, настроение и мысли которого гармонично слились с окружающим миром. Крым – это не статически замершая картина. Крым здесь преподнесен в динамике, в развитии. Крым с разных точек зрения, с разного возраста и с представителями разной этнической принадлежности. Крым туристический, старинный, щемящий до боли дворик Крыма. Крым яркий, красочный, Крым немного приглушенный, сосредоточенный и так далее. И хотелось бы сказать огромное спасибо частному коллекционеру Рустему Баталовичу Иминову, который сделал для нас такой праздник. И мы надеемся, что такими работами он будет нас радовать и впредь. Посетить выставку пришли не только ученики первой школы города Алупки, но и местные жители. Айша Курбединова посещает регулярно выставки из коллекции Рустема Иминова. Женщина признается, эта выставка особенна, потому что все картины имеют одну общую тему. Тема выставки – минареты Крыма, потому что здесь очень много мечетей. И, конечно, вот сколько есть картин, они все хороши, они все радуют глаз, они все ублажают глаз. И, конечно, человеческая, особенно крымского татарина, душа вдохновляется вот этими красками, вот этими вот мазками, вот этой природой, вот этими минаретами, потому что это же у нас в крови, это у нас в крови.
Больше всего мне картина понравилась вот эта вот. Выставка будет работать до середины апреля. Кто хочет окунуться в неповторимую красоту крымских пейзажей, приглашаются в Алупку, в музей дважды Героя Советского Союза Амитхана Султана. Мавилей Юпибраим Ганиев, телеканал Милет. Новости для любителей футбола. Накануне в Евпатории в рамках открытого зимнего кубка КФС состоялся очередной матч. Наша крымско-татарская команда «Хызылташ» играла против команды из Самары «Крылья Советов». Матч завершился ничьей, счет 1-1. Следующий матч уже в это воскресенье «Хызылташ» сыграет в гостях у лидера крымской премьер-лиги против команды «Крым-Теплица». Все желающие увидеть зрелищную игру приглашаются на стадион «Крым-Теплица» в 14:00. На сегодня это все новости. Завтра не пропустите в 19:00 итоговый выпуск новостей Едыкунь с Алимекой Булаевой. Оставайтесь с нашим телеканалом и будьте в курсе всех событий на полуострове. Приятных выходных!